Анна Николаевна Мыреева «Лучи Сигундера». У подножия высоченной горы жила одна старушка со своим внуком. Они были зайцами. Мальчика звали Муннуканом, а его бабушку Тухакимну. Они жили вдвоем, у них были олени, и они доили важенок, пили их молоко, а когда собирали ягоды, смешивали с этим молоком, и получалось вкусное блюдо монин. Недалеко от их дома текла рыбная река Бирая. В той реке они ловили рыбу, а когда кончались запасы мяса, забивали оленя, из шкуры шили себе одежду и постель, из его камушек шили себе унты и рукавицы. Старушка Тухакимна была искусной мастерицей выделывать шкуры, шить из них одежду. Муннукан же, когда наступало лето, играя, купался в своей реке с прозрачной водой. А вечерами бабушка ему рассказывала сказки, пела песни о том, откуда появились на земле звери, как появилась эта срединная земля. На расстоянии одной кочевки от них, на берегу озера Гагингра, жили соседи, одна семья. Отца их звали Амакандей, имя матери их было Канарикан. У них был сын по имени Хаматыткан, очень красивый и умный. Эти эвенки часто ездили друг к другу в гости. Если добывали на охоте зверя, то одаривали друг друга, делились лучшими кусками, делали нимат. Мальчики были очень дружны, играли вместе. Однажды бабушка Тухакимну рассказала мальчикам сказку о Сигундере. Тот Сигундер ежедневно, когда наступал полдень, отдыхал на самой вершине высокой горы. Так рассказывала им бабушка. Послушав сказку, мальчики поверили и решили подняться на гору. И вот однажды Хаматыткан пришел в гости к своему другу Муннукану, заночевал у него, а утром рано они встали, досыта поели утреннюю еду и отправились к горе. Очень долго они поднимались, и когда наступил полдень, на вершине горы увидели что-то яркое, краснеющее, не то огонь, не то что-то другое. А тот огонь, увиденный ими, сказал: «Мальчики, вы куда идете? Как высоко вы поднялись?» Мы пришли посмотреть на Сигундера. Наша бабушка рассказывала, что Сигундер останавливается отдыхать на вершине этой горы, когда наступает полдень. Мы очень хотим увидеть его», — сказал Хаматыткан, держа своей лапой переднюю ногу Муннукана, чтобы было не страшно, а у самого от страха хвостик дрожал, как осенний листочек. Старик Сигундер улыбнулся, будто обнял их своими теплыми лучами и спросил: «У вас наверняка у каждого есть имя. Как вас зовут?» «Мое имя Сигундер. Вы хотели меня увидеть, вот и видите меня. Ну, здравствуйте». Здравствуй, дедушка Сигундер. А какой ты светлый, какой теплый. Одного из нас зовут Хаматыткан, а второго Муннукан. Мы живем по соседству. Вместе играем, хорошо дружим. Очень любим слушать сказки бабушки Тухакимну. Из ее рассказа мы узнали о тебе». «О, вы красивые, милые детки! Какие вы рыженькие оба!» — сказал Сигундер. Мальчики посмотрели друг на друга и, удивляясь, воскликнули: «Это отчего мы так порыжели? Нас теперь никто не узнает, начнут смеяться над нами, говоря: рыженькие, рыженькие». А Сигундер, солнце, тоже не мог понять, отчего это мальчики вдруг порыжели. Опечалился, потом, подумав, посоветовал: «Ну что поделаешь, спуститесь к Бирае, вымойтесь как следует, может, тогда смоется ваш рыжий цвет». «Ну хорошо, мы так и сделаем». Прибежав к реке, начали купаться, натирая друг другу песком. Потом посмотрели друг на друга и убедились, что рыжий налет сошел. Они стали, как прежде, самими собой. Обрадовавшись, они побежали домой. А когда пришли домой, бабушка начала спрашивать: «Ну как вы сходили к горе? Что хорошего там видели? Как поиграли?» А мальчики, стараясь опередить друг друга, начали рассказывать: «Мы поднялись на самую вершину горы. Там мы видели, как отдыхает старик Сигундер. Он оказался очень добрым стариком. Спросил, как нас зовут. Тепло обнял нас. Когда он нас обнял, наши шкурки порыжели. Потом мы искупались в Бирае и смыли с себя рыжий цвет». Выслушала их бабушка Тухакимна, улыбаясь, и сказала: «Ну до чего же вы еще глупенькие? Вы не поняли, от чего порыжели ваши шкурки? Это от лучей Сигундера ваши шкурки показались рыжими. В этом ничего плохого нет. От лучей Сигундера все звери становятся только здоровее. С тех пор и до наших дней звери и все живое на свете любят тепло и свет солнца».